А теперь, что касается перспектив далеких, я прежде всего связываю с федеративным устройством государства, с укреплениями политической воли в этом направлении, демократизацией жизни в нашем государстве, когда здесь будут жить свободолюбивые, демократически настроенные, образованные и вперед далеко смотрящие люди. Поэтому наша надежда на молодежь. Я переживаю, например, за экологическую безопасность. Мне мечталось бы, чтобы технологическая культура промышленности, технологическая культура людей поднялись, и экологическая культура так, чтобы нам сохранить эту великую мировую реку Лену и его бассейн. Состоялся народ Саха таким образом, что он один из лидеров, как бы ни говорите, в арктическом регионе России с точки зрения образованности, развития культуры, перехода на новейшие технологии. И вот эту часть бы не потерять в связи с тем, чем я говорю, с традиционным хозяйствованием. Те тенденции современные, которые есть, особенно с цифровизацией, мы их должны развивать. Сделаем самые крупные достижения прежде всего в области гуманитарных наук. Дальше я ставлю на второй план биотехнологические достижения. Якутия есть стратегический регион в связи с ее природными богатствами. Этот регион свое место не только в России, во всем мире займет через это. Якутия станет и морской державой. Вот что такое масштабное будущее Якутии. Так что мы радуемся за наше будущее, ради этого будем работать и посвящать. Значит, я с Василием Васильевичем познакомился еще в годы студенчества, когда он организовал кружок «Надежность», называлось, «Надежность строительной конструкции». И нас, ребят из 4-го курса, он вовлек в эту научно-исследовательскую работу. И с тех пор вместе работали в этом направлении. И после окончания я остался работать в лаборатории именно по данному направлению, точнее по оценке эксплуатационной надежности металлоконструкций производственных зданий. Была проведена в 80-е годы очень большая работа. И за очень короткий период, буквально за 10 лет, было подготовлено более 10 кандидатов технических наук. И сегодня эти кандидаты технических наук составляют именно костяк нашего родного инженерно-технического института. Кроме того, в эти годы он действительно привел школу кафедры металлоконструкции Московского инженерно-строительного института. Наши студенты строительного направления по всей России учатся именно по комплекту этих учебников. Специалисты, которых воспитали именно на инженерно-техническом факультете, они сделали сегодня, построили наш город. На самом деле это 41 год. Не каждый может стать ректором. Это совершенно молодой человек, 41 год стать ректором. И при этом он наладил такие тесные связи, в том числе не только с руководством нашей республики, в частности с Михаилом Ефимовичем Николаевым, первым нашим президентом, но и, конечно, с первыми лицами нашего Министерства профессионального образования, высшего образования, науки и высшего образования. Василий Васильевич был абсолютно не меркантильный человек. Когда раздавали, академикам, раздавали квартиры, Василий Васильевич очень строго к этому вопросу подходил. В 1993 году в университете было всего 18 докторов наук. 18. Он, конечно, он всегда говорил, что университет, он всегда характеризуется количеством людей с высшей квалификацией, то есть докторами наук. Учитывая его такой характер, настойчивый, он сказал, что это дело можешь, давай. И, поддержка была у меня полная с его стороны. И мы сумели, уже к моему, когда я уходил в 1998 году с университета, у нас уже было 38 докторов наук. При этом мы открыли свои диссертационные советы. Он очень ценил дружбу. Он всегда был открытым человеком. Всегда с ним можно было поговорить. Но в то же время он не был мягким человеком. Это был жесткий руководитель. Жалко, что в свое время ему пришлось нашу республику покинуть. Он тоже не сидел на месте. Он тоже там активно участвовал. И всегда он в Академии наук активно участвовал, приходил в Российскую академию и так далее. Республика, конечно, понесла большую потерю. Ну и я я потерял своего друга. За это же время
54 студента прошли за рубежом курсы включенного обучения. Но это только начало. Предстоит задача углубления содержания наших международных связей, перевода их на новый качественный уровень. В эти праздничные дни не устаем повторять одну мысль. Якутский государственный университет и сельхозинститут – это достояние всего народа. А народ, в свою очередь, заслуживает иметь достойный университет в широком смысле этого слова. Для этого потребуется колоссальная работа, прежде всего, профессорско-преподавательского состава, студентов и всех других структур. Завершаю выступление словами выдающегося профессора университета Башарина Георгия Прокопьевича. Цитирую. «Университет – это самое главное, самое дорогое, самое святое, что дал 20 век всем якутянам». Это, конечно, лидер, это личность. Причем и личность, и лидер многогранный, многосторонний. Он за 7 лет сделал университет одним из ведущих университетов Российской Федерации. Значит, здесь я могу сослаться на слова председателя Совета ректоров России, ректора Московского государственного университета Виктора Антоновича Садовничева, который, когда его в нулевые годы журналисты спрашивали, какие же университеты в 90-е годы в России развивались, он называл только 2. Один из них – это университет, который сохранился, Московский государственный университет, и университет, который развивался, это Якутский государственный университет. Василий Васильевич по своей специальности строителем действительно был строителем и во всех своих ипостасях. Он построил новый Якутский государственный университет во всех отношениях. Это кадровый потенциал, это строительство, а самое главное – насыщение оборудованием новых корпусов университета. Это вообще отношение к преподавателю как к творческой личности. То, чего в достаточной степени не было до Василия Васильевича, и, к сожалению, это отношение к преподавателю как к творческой личности утрачивается уже и в последние десятилетия. И вот все вместе и позволило Василию Васильевичу стать одним из 12 членов Президиума Совета ректоров России, то есть, как я говорю, одним из 12 апостолов. В 1991 году математический факультет, членом ученого совета, который я был, выставил кандидатуру Василия Васильевича Филиппова в ректора Якутского государственного университета. Он в этот год победил и начал энергичную работу, в первую очередь, по качеству образования. Поменял председателей предметных комиссий по математике. В то время ЕГЭ не было, поэтому все вот эти варианты составлялись именно председателем предметной комиссии. Очень жестко проходили отборы в эти годы. Выпускники школ республики, но и других регионов, они поступали чисто по своим знаниям. Вот это качество образования, которое было достигнуто, сказывается и по настоящий день. Это было очень такое золотое время для развития нашего университета, которое вот сейчас, на мой взгляд, переживает тяжелые времена в связи с падением качества образования в школьной части. Якутский госуниверситет в те времена засверкал своими такими яркими красками, что не заметить невозможно было на уровне Российской Федерации. У меня к Василию Васильевичу как к руководителю, как организатору, как коллеге, как ученому глубокое уважение и большая человеческая любовь. Тогда мы впервые получили корпус такой солидный для нас. Тогда вышел указ первого президента о том, что медицинский факультет преобразовать в медицинский институт. Мы открыли очень важный факультет после дипломного обучения врачей. А дело в том, что в то время и сейчас вообще через каждые 5 лет
Каждый врач должен обязательно пройти повышение квалификации. И в годы тогда, вы сами знаете, перестроечные, денег совсем не было, фактически никто никуда выезжать не мог. Вот открытие этого факультета сыграло огромную роль. А сейчас это целый институт. И создались условия для открытия диссертационного совета. Есть вопросы безопасности разные, в том числе продовольственной безопасности страны, региона. Вот это связано напрямую с этим. Вот тенденции какие? Мы сколько можем сегодня, допустим, прожить? Какая у нас степень безопасности продовольственной? И с учетом перспектив внедрения ваших регламентаций, куда мы идем? Так, спокойно. Не напрягайтесь только. Тут нормальная такая обстановка. Василий Васильевич был избран, опять же избран, а не просто назначен, первым президентом Академии наук Республики Саха-Якутия. Мне также посчастливилось войти в команду Василия Васильевича уже в Академии наук Республики Саха-Якутия с 2001 года. И здесь проявили все его таланты – строителя, организатора, ученого, выдающегося профессора. Ну, с Василием Васильевичем Филипповым мы познакомились в давние времена, когда мы оба были в составе оргкомитета по созданию местной академии наук. Был такой период, когда мы попеременно занимали пост президента Академии наук. И, конечно, между нами сложились уже не только деловые, но и вполне дружеские отношения. И самая характерная черта, которая мне бросилась в глаза, это то, что он умел раскрывать потенциал человека, с которым он имел дело. Василий Васильевич очень рано разглядел в этом человеке, в Михаиле Новопашине, крупного ученого. И он его убедил подать заявление на выборы в члены-корреспонденты. С первого же раза Михаил Новопашин был избран членом-корреспондентом. Это был его большой триумф, но это был и крупный успех самого Василия Васильевича. Поэтому я хорошо помню эти радостные дни. Вот это было проникновение, которое окончилось таким успехом. Это наша поездка в Нерюнгри, где Василий Васильевич тогда проводил выездное заседание Президиума Академии наук. Самое удивительное то, что там глава района, его звали тоже Василий Васильевич. Между ними сложились доверительные отношения. И поездка была чрезвычайно полезной и очень эффективной. Но самое главное, что он очень требовательно относился к себе и всегда пытался достигать успеха. Ему это часто удавалось. Если и не выходило в другой раз, и судьба подвергала его каким-то ударам, и приходилось терпеть лишения, то все равно он проявлял свои замечательные человеческие качества. И мы этому всему были свидетелями. Под его руководством были подготовлены основополагающие документы развития нашей Академии наук. И по существу вот эта идеология, концепция развития Академии наук, она сегодня претворяется в жизнь. Те начинания, которые он начал вот в самые последние годы, когда он вернулся в Академию наук, крупные, очень серьезные, большие проекты, связанные с созданием энциклопедии нашей республики и реализацией программы комплексных научных исследований, наполнением, содержанием мероприятий программы научно-образовательного центра «Север». Вот эти все основополагающие его идеи, они, конечно же, сегодня претворяются в жизнь соратниками, учениками, сподвижниками, и это своеобразная память Василию Васильевичу на долгие-долгие годы. И с Владимиром Петровичем Ларионовым, когда они вот вместе
шли на Владимира Петровича на академика, а Василий Васильевич на член-корреспондент на Российской академии наук. Они вот очень тесно общались. Когда Василий Васильевич последний, как говорится, заход стал президентом Академии наук, он когда буквально через несколько дней меня приглашает и говорит, вот портреты Владимира Петровича. Нюансы, да, соблюдены, как Владимир Петрович создавал эту Академию наук. Вот оттуда все происходит. И он таким этим воодушевлением говорил эти вещи. Да? Но тем не менее, я все-таки тех, кто проявил бдительность, тех, кто в критической ситуации оказался ради авторитета Палаты Республики на высоте, проявил терпение, человеческое понимание обстановки. Я хотел бы от имени руководства Палаты сердечно поблагодарить и сказать о том, что как раз здоровая часть Палаты, она и обеспечила то, что мы имеем некоторые хотя бы результаты от этой работы, от работы 19-й сессии Палаты Республики. Поздравляю работу 19-й сессии Палаты Республики закрытой. Спасибо за работу. Сильно ты перерывы не делай по очищениям Академии наук. Он так говорил. И это очень приятно. И вообще мы общались достаточно тесно, и, особенно последние годы, потому что было много интересов и по общим темам, и по работе с «Газпромом», которым он очень живо интересовался, что у нас получается хорошо. И мы должны были с ним очень плотно, Академия наук именно должна была работать с «Газпромом». Сейчас эта работа продолжается. Научный подход он применил, на мой взгляд, именно в парламенте. Да. Много друзей, да, разных национальностей, там, но такого трибуна, да, как Василий Васильевич, я не знаю. Логично, в всем доходчиво и правильные слова находит. Поэтому, когда он говорит, это все понятно. Поэтому все депутаты голосовали тогда осознанно. Я не встречал ни одного такого заметного такого оратора, да. Любые проблемы мог двигать и на уровне сибирского отделения, и на уровне Академии наук. И всегда он получал, свое выступая и так далее, положительные такие отзывы. Много из тех выступлений, они были реализованы. Все корректировки, замечания, которые Василий Васильевич делал на этом уровне, они, как правило, били в точку. Буду помнить, как величайшего современного такого политика с научной подпиткой, да, и очень такой серьезного. Последнее интервью я читал, да, видел. Он пророческие выступления, которые очень на сегодня мы обсуждаем, когда мы готовим программу стратегического развития Академии. Многие положения, которые были высказаны, они в основу этой программы положены. Великий кладезь талантов человека, и в этом плане мне действительно еще очень было интересно, поучительно. Там, конечно, такие драматические моменты бывали, да, типа конкурс по Талакану, да, там много копий было сломано. И тогда Роберт Андреевич Бурнашов был, и наши аксакалы, Черов, Ларионов Егор Михайлович. И они настолько его уважали, Василия Васильевича, он умел организовывать работу парламента. Как будто мы постоянные работники себя чувствовали, и аппарат к нам очень хорошо относился. Потому что мы не мозолим им глаза, но когда приходим, мы что-то интересное делаем, да, и какие-то запросы, задания им даем.
что-то найти. Поэтому он умел организовать и аппарат, и депутатов. Он очень искренний был. Он это очень искренний человек, он мог огорчиться искренне, да, мог рассердиться искренне. Все у него искренне получалось. Протокол тоже согласован и подписан президентом республики, министром финансов Кудриным и министром экономического развития и торговли Германом Грефом. И вот не надо напрягать, наоборот, общественность, а своевременно информировать о ходе переговорного процесса. Это будет честно, по крайней мере, к избирателям, которые выразили доверие через, вот, правда, значит, не очень легитимные, в том числе и опросы. Его поздравлял на заседании правительства Михаил Ефимович Николаев. Я в то время был первым замминистра финансов республики. Ну, я вышел, естественно, поздравил, учел там все заслуги Василия Васильевича, его значимость, его результаты и все прочее. Но реакция была такая очень своеобразная. Вышел в коридор, и там Владимир Михайлович Членов с присущим ему чувством юмора и сарказма, он мне сразу сказал: ну ты, Цицерон, либо уволят, либо повысят. Хотя я ничего лишнего не сказал. Я сказал даже меньше того, что значил Василий Васильевич Филиппов. А он значил для республики, для России, да и для международного сообщества, учитывая, в каких мы участвовали в событиях, он значил очень много. Он был значимой фигурой, делавшей политику в республике. Василий Васильевич поставил одной из первоначальных своих целей и идей реализацию важнейшей концепции интеграции академической и вузовской науки. И это ему удалось за короткое время. Я, как секретарь президиума с 1995 года, свидетель того периода, который называют сейчас периодом становления, зарождения и рождения основополагающих документов. Как досконально, грамотно, профессионально готовились эти документы. Да, и Василий Васильевич был человек очень высокого знания языка. Я хочу остановиться на том, что он был патриотом своего народа, своей республики. Для него было очень важно, всегда задавал вопрос, что мы оставим после себя молодому поколению. Его удивительный талант оратора. Когда он разговаривал где-нибудь с аудиторией, он настолько располагал к себе, настолько завоевывал свое внимание, настолько был искренен в своих выступлениях, что его не было слушать скучно никогда. Ни когда он говорил на научные темы, ни когда он говорил порой просто представляя или поздравляя кого-то с юбилеем. Это всегда были выступления неординарные, это были всегда выступления запоминающиеся. Он меня, конечно, поражал своей работоспособностью. Исполнение всех задач он прежде всего показывал своим примером. Как он был нашим наставником, учителем. Благодаря Василию Васильевичу Академия наук стала на рельсы комплексного развития. Василий Васильевич очень поддерживал такую линию, как подготовка молодых кадров. Василий Васильевич, он создал такую интеграционную единую площадку для региональных академий. Мы на региональные тематики программы имеем за последние 3 года порядка 440 миллионов рублей только на проекте программы, и плюс к этому практически где-то 180 миллионов рублей ежегодно на финансирование, собственно, Академии наук. Это солидные региональные средства, есть поэтому поддержка и развитие. Самое главное, сейчас не уронить научно-технологический потенциал в это трудное время. Уважаемые коллеги, прошел 1 год уже, как с нами нет Василия Васильевича Филиппова, ученого, организатора науки, высшего образования и политика. Василий Васильевич прежде всего в истории останется нашего народа как ректор Якутского государственного университета, как первый президент Академии наук Республики Саха-Якутия и как спикер Верхней палаты нашего парламента. Будучи ректором университета, он провинциальный наш университет,
превратил один из динамично развивающихся вузов. Поднял науку, поднял все направления развития университета. Поэтому за это, конечно, ему воздвигнут, можно сказать, невидимый памятник, который несут выпускники, студенты университета, преподаватели, ученые. И, конечно, его деятельность как первого президента Академии наук тоже в то время поднять на такие высоты наших докторов наук, все ставшие академиками, авторитет получили. И впервые как эксперты работали академики, и все такие вот глобальные вопросы перед тем, как его развивать, эти вопросы в министерстве и так далее, промышленность, пусть это будет сельского хозяйства, будет медицина, биология, биотехнология, все это здесь экспертизу проходило и поддержку получали направления, и шло развитие. Сюда приезжали самые известные ученые нашей страны и зарубежья, вплоть до лауреатов Нобелевской премии. Ну и, конечно, как спикер парламента Верхней Палаты. Здесь, конечно, много сделано, принято законов. Поэтому личность Василия Васильевича, она неординарная, она оценка все время будет даваться Василию Васильевичу, но это человек непростой, сложный человек, который именно был период развития нашей республики и оставил глубочайший след, надо сказать. Поэтому мы в области науки, в области поддержки развития высшего образования будем последовательно вести ту линию, которую вел Василий Васильевич Филиппов. Обоснование сквера памятника Василию Васильевичу Филиппову это вечно будет символом развития духовности, монолитности народов нашей родной республики, ради которого он жил, творил, возглавлял нашу науку и образование. Ну, Василий Васильевич Филиппов – это во многом неординарный человек, это выдающийся руководитель, организатор науки, ученый. Конечно, год – это мало для того, чтобы оценить жизнь и деятельность одного человека, но это один из ярких, что ли, выдающихся личностей, можно сказать, уже исторических личностей в новейшей истории нашей Якутии. Уже прошла декада памяти Василия Васильевича, о которой очень много мы говорили. Названа гимназия в честь его чести, Улусная гимназия. Это и издание книги. Мы постараемся ее сделать. Книга воспоминаний его соратников, друзей, ученых. Это памятник возле Академии наук во весь рост. А помимо других, это название улицы, это название школы. Ориентировочно это вот в городке Звездный ДСК. И улица тоже планируется там. И много еще других дел, которые есть у нас в списке. Я думаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы достойно увековечить имя этого лидера, государственного деятеля, ученого, первого президента Академии наук Республики Саха-Якутия.